И этот человек получил в 2018 году примерно 27 миллионов тенге зарплаты за счет наших денег. Он же принял незаконный аудит за 43 миллиона. Пусть вернет нам всю свою зарплату. Выгнать с работы этого управляющего директора ЕНФ. Он, оказывается, ответил на мои всего лишь 2 вопроса по туалетной бумаге. Оказывается, есть нормативы расхода, и поэтому купили 24 тысячи рулонов для 434 работников центрального аппарата. Мы посчитали, 24 тысячи делим на количество рабочих дней в году 249, в день тратится 96. За рулона. В рулоне 23 метра. Значит, янфовцы вытираются в день 2214 метров, или по 5,1 метра в день уходит на одного человека. Это при условии, что каждый день сотрудник ходит по большой нужде на работу. Если же скорректировать на отпуска, болезни, командировки, то выйдет примерно около 6 метров. Прошу Маулен Утигулов выложить нормативы ЕНФ по туалетной бумаге. Второй ответ его по расходам на рекламу и маркетинг. Типа это Deloitte ошибся и неверно назвал эти расходы. Он пишет, что у ЕНФ эти расходы 277 миллионов тенге отражены в их отчетности как информационные услуги. Да не может такого быть. Deloitte не мог менять название расходов, а если поменял, то это нарушение, и тогда ЕНФ не имел права принимать отчет в таком виде. Так что, Утигулов не понимает, что пишет. И этот человек получил в 2018 году примерно 27 миллионов тенге зарплаты за счет наших денег. Он же принял незаконный аудит за 43 миллиона. Пусть вернет нам всю свою зарплату. На остальные вопросы жду ответа от Маулен Утигулов. 1. Зачем купили ежедневники по 5000 тенге? 2. Зачем начислили зарплаты руководству за 2018 года по 2,2 миллион тенге каждый месяц и по 400 тысяч всем остальным работникам? 3. Что такое прочие расходы за 2018 года на 306 миллионов тенге? 4. Почему ЕНФ принял вместо аудиторского отчета за 2018 год аудиторское заключение? 5. Почему ЕНФ принял аудит схемы активов вместо аудита активов? 6. Почему так раздут штат? 434 человека в центральном аппарате. Мы, 10 миллионов 548 тысяч 910 вкладчиков, ждем ответы на наши вопросы.